Қазақ тілі дикторға кастинг жариялаймыз. Өз демо материалдарыңызды мына email арқылы жіберіңіз. diktordemo@mail.ru. Добро пожаловать на канал Топ Кейсы. Вас ждут интересные топы каждую неделю. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео. Ставьте лайк и оставляйте ваши идеи и мнения в комментарии. Сегодня мы расскажем вам обо всех терактах, которые произошли в Казахстане. Но давайте сразу договоримся. Это видео не является какой-либо пропагандой или провокацией, а создано лишь в образовательных и познавательных целях. Авторы комментариев сами несут ответственность за написанные ими слова. Мы категорически против любого насилия и нарушения законов. Терроризм – это плохо. 17 мая 2011 года. Террорист-смертник Рахимжан Макатов взорвал себя в здании КНБ в Актобе. При взрыве погиб сам террорист. Еще 3 человека получили осколочные ранения. Позже Генпрокуратура Казахстана заявила, что 25-летний местный житель совершил теракт с целью уклонения от ответственности за уголовные преступления в составе организованной преступной группировки. На следующий день правоохранительные органы Актобе задержали около 20 подозреваемых в причастности к теракту. 12 из них предстали перед судом и получили сроки от 7 до 17 лет лишения свободы. Одного из задержанных признали непричастным к этому теракту, но на основе других преступлений его приговорили к 17 годам тюремного наказания. 1 июля 2011 года. Контртеррористическая операция в Темирском районе по поимке и обезвреживанию подозреваемых в убийстве полицейских в поселок Шубарше и Кенкияк Темирского района Актюбинской области. Началась после того, как в ночь с 30 июня на 1 июля 2011 года неизвестными были убиты 2 сотрудников патрульно-постовой службы и закончилась 9 июля того же года ликвидацией подозреваемых при попытке задержания. В прессе по отношению к этим событиям часто использовались названия «война» и «джихад». 31 октября 2011 года. В городе Атырау прогремели 2 взрыва. Первый во дворе жилого дома в мусорном баке, а спустя буквально несколько минут в микрорайоне Сары-Арка неизвестный мужчина произвел самоподрыв и погиб на месте. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила 2 уголовных дела по статье «Терроризм». Ответственность за взрывы в Атырау взяла на себя группировка «Солдаты халифата». 12 декабря 2011 года. В Таразе 34-летний Максат Кариев, приверженец джихадизма, совершил вооруженное нападение и убил 2 сотрудников ДКНБ по Жамбылской области, которые осуществляли за ним наружное наблюдение. Затем он напал на владельца автомашины Mazda и, угрожая оружием, связал его и завладел автомобилем. Позже он совершил нападение на оружейный магазин, убив из огнестрельного оружия охранника и, смертельно ранив случайного посетителя, завладел 2 единицами стрелкового оружия и боеприпасами. Захватив автомобиль ВАЗ-2109, убил 2 сотрудников специализированного отдела охраны, сержантов полиции, и забрал у них табельное оружие, автомат Калашникова и пистолет Макарова. Затем Кариев заехал по месту своего проживания и, взяв с собой гранатомет РПГ-26, произвел 1 выстрел из гранатомета и несколько выстрелов из автоматического оружия по стенам и окнам здания областного ДКНБ. Скрываясь с места совершения преступления, Кариев ранил 2 сотрудников конного полицейского патруля. Спустя 15 минут он был ранен и задержан сотрудниками отдельного батальона дорожной полиции. При попытке обезвреживания Кариев подорвал себя, в результате чего задержавший его командир взвода, капитан полиции Газиз Байтасов, погиб. 13-14 августа 2012 года. Массовое убийство в Илья-Алатауском национальном парке. 6 жертв скончались от многочисленных ножевых ранений возле дома Захарапула. Тела 5 человек были найдены в сгоревшем доме другого лесника нацпарка Алексея Шкилева в 25 километрах от первого места происшествия. Последняя, 12-я жертва, была обнаружена позднее. 5 сентября 2012 года. В Атырау прогремел взрыв. Погиб 1 человек, 21-летний Нурлыбек Сакауов. Рядом с телом было найдено его удостоверение личности. Точно удалось выяснить, взрывной волной погибшему оторвало обе руки. Молодой человек изготавливал взрывное устройство, и оно неожиданно сдетонировало. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты 3 самодельных взрывных устройства, а также компоненты к таким устройствам. Установлено, что Сакауов вынашивал идеи совершения насильственных действий в отношении сотрудников силовых структур.
12 сентября 2012 года. Произошли события, являющиеся продолжением истории предыдущего теракта. Как вычислили правоохранительные органы, в одном из многоквартирных жилых домов первого микрорайона города Кульсары проживали несколько лиц, причастных к деятельности террористической группы, подозреваемые в организации взрыва в Атырау 5 сентября, в результате которого погиб один человек. В целях их задержания и обезвреживания была объявлена антитеррористическая операция, проведена эвакуация жильцов и выставлено оцепление. Еще до начала каких-либо действий сотрудников спецслужб заблокированные в квартире лица совершили подрыв нескольких взрывных устройств, а также открыли по сотрудникам спецподразделений огонь из огнестрельного оружия. Один сотрудник получил ранение. По результатам операции на месте происшествия обнаружены 5 трупов и одно лицо с тяжелыми ранениями. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. 15 сентября 2012 года. Теракт в УВД Атырау. Ранены 2 полицейских. 3 неизвестных бросили взрывное устройство в фойе городского управления внутренних дел. Сразу после инцидента здание УВД оцепили. На место происшествия прибыли скорая помощь, пожарная машина. Также там побывало все руководство полиции, спецслужб, ЧС. Приезжал аким города. Между тем, на окраине города в микрорайоне Атырау ночью местные жители услышали более десятка выстрелов. На улицах города можно было увидеть КАМАЗы, которые перевозили солдат внутренних войск. 20 сентября 2012 года. Контртеррористическая операция в поселке Коктем, Атырауская область. Убиты 4 террориста. Эти события являются продолжением событий 15 сентября 2012 года. Примерно в 8:30 в одном из домов дачного массива Коктем в пригороде города Атырау сотрудниками правоохранительных органов установлены лица, подозреваемые в вооруженном нападении 15 сентября того же года на сотрудников батальона патрульно-постовой службы полиции и здания ГУВД Атырау. На предложение сдаться блокированные лица ответили отказом и открыли огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецподразделений. В результате антитеррористической операции все 4 оказывавшие вооруженное сопротивление лица ликвидированы. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. На месте происшествия обнаружены и изъяты несколько единиц оружия и боеприпасы к ним, бутылки с зажигательной смесью, компоненты самодельных взрывных устройств. Ликвидированные в ходе операции лица 14 сентября в 23:52 в Атырау на площади Исатая Махамбета произвели выстрел в постового УВД города Атырау, в результате которого он получил дробовое ранение в ногу. После применения полицейским табельного оружия преступники скрылись. Затем в 00:10 2 неизвестных также попытались проникнуть в УВД города Атырау, бросив бутылку с зажигательной смесью в направлении контрольно-пропускного пункта и произведя выстрел в сторону военнослужащих. 5 июня 2016 года. Теракт в Актубе был совершен группой людей, которые предположительно являются радикальными приверженцами нетрадиционных религиозных течений. Нападавшие большой группой вошли в магазин Паллада, нанесли огнестрельное ранение продавцу магазина в область сердца, который, однако, успел нажать кнопку тревожного вызова. От полученного ранения он умер. Прибывшие по тревожному вызову 2 сотрудника охранной фирмы получили огнестрельные ранения, от которых один из них скончался на месте. Следом прибыл полицейский наряд из 3 человек, который был встречен огнем нападавших. Все полицейские были ранены. Экстремисты забрали из магазина 17 единиц огнестрельного оружия, 3 газовых пистолета, патроны и ножи. Когда экстремисты покидали магазин с целью захвата легкового автомобиля возле магазина, ими был убит его владелец, 69-летний пенсионер. После первого нападения экстремисты разделились. 6 из них на ранее захваченной ими полицейской патрульной машине отправились к оружейному магазину «Пантера». Вторая группа, захватив маршрутный автобус и высадив из него всех пассажиров и кондуктора, принудили водителя направить машину к войсковой части Национальной гвардии, прибывшим нарядом полиции. В результате перестрелки были убиты 3 нападавших, а 1 задержан. 2 преступникам удалось скрыться. Позже они были обнаружены за пределами города и ликвидированы. В 14:35 было совершено нападение на войсковую часть номер 6655 Национальной гвардии Казахстана. Неустановленное количество нападавших, 10-15 вооруженных дробовиками людей, используя захваченный ими пассажирский автобус марки МАН, заставили водителя направить машину на ворота КПП, которые были сбиты автобусом, после чего машина остановилась. После этого они обстреляли невооруженный наряд, дежуривший на КПП, проникли на территорию войсковой части и направились к дежурной части, находившейся в здании штаба. В здании штаба находились оружейные комнаты. Намерением нападавших было стремление захватить более серьезное оружие. Дежурный по части своевременно заблокировал доступ к дежурной части и оружейным комнатам, поднял тревогу и известил о нападении внутренний караул. Нападавшие, не сумев завладеть оружием, обстреляли дежурную
дежурную часть, вышли из штаба и направились в сторону парка машин войсковой части. Нападавшим встретился пеший патрульный, 19-летний военнослужащий срочной службы из числа караульных свободной смены, обходивший военный городок. Он был одет в бронежилет, и при нем была резиновая дубинка. Двумя выстрелами нападавших он был убит. Проникнув на территорию парка машин, нападавшие столкнулись с внутренним караулом. В ходе перестрелки был убит помощник начальника караула. При попытке проникновения в парк машин один нападавший был убит у ворот, другой на территории парка. Встретив ожесточенное сопротивление, после того, как захватить оружие им не удалось, нападавшие покинули территорию войсковой части, совершив попытку уйти через соседние гаражи. Одна группа нападавших была заблокирована, а другая преодолела ограждение и скрылась. Последствия теракта: убиты один охранник, один продавец магазина, один посетитель магазина, один случайный прохожий у магазина, 18 боевиков, 3 военнослужащих, в сумме 25 человек. Это были все теракты, произошедшие в Казахстане. Не забывайте подписываться на канал и ждать новых видео. До встречи через неделю.